Салем, бонжур, hello! Перед началом нашей программы хотим сказать, что прямо на пути в Боровской есть вот такие ветряные генераторы, которые совсем скоро начнут свою работу. Наш регион идет в ногу со временем. Возобновляемым источником энергии ставим лайк! Вот мы на благословенной земле села Боровской. Google Википедия утверждает, что датой основания поселка можно считать 1881 год, когда на эти земли приехал зажиточный крестьянин из Челябинской губернии Игнатий Семенов. Он в 1883 году взял эти земли в аренду сроком на 6 лет у некоего кочевника Кокана Буркутбаева. Со временем Игнатий Семенов прочно основался здесь и пригласил еще 5 семей из Челябинской губернии. Со временем поселок развивался, и на сегодняшний день селу Боровское исполнилось 140 лет. Главной достопримечательностью села Боровское является храм Косьмы и Дамиана. Как свидетельствуют архивные записи, первый храм был построен на месте старой деревянной церкви, которую возвели в 1888 году, но затем она стала мала, и в 1904 году было дано разрешение на постройку кирпичной церкви. В 1906 году началось строительство храма, который принимает прихожан и по сей день. 115 лет храм является не только местом для прихожан, но и памятником архитектуры моей малой родины. Знал ли ты, что страницы истории храма хранят в себе не только радостные факты? Да, мы проходили это в школе. В 1934 году колокольня была разобрана для того, чтобы возвести из использованных в строительстве кирпичей новую баню. Но спустя 81 год, в 2015 году, была возведена новая колокольня. Смотря на кирпичную кладку, чувствуется дух истории. Храм Косьмы и Дамиана – место, где действительно стоит побывать каждому человеку. Примечателен факт о том, что наш земляк Ибрай Алтынсарин в 1900 году в селе Боровское открыл русско-киргизское министерское училище, ставшее для ученого-академика Казыбаева, поэта-переводчика Жумабаева и государственного деятеля Касымканова отправным пунктом для новых свершений. В дальнейшем это училище было переименовано в педагогическое училище имени Ибрая Алтынсарина. Интересный факт, что и наш педагогический колледж исторически связан с Мидыгаринским районом. Давай я прочитаю историческую справку. О Кустанайском педагогическом техникуме впервые упоминается в архивных документах 1925-1932 годов, о чем свидетельствуют сохранившиеся в музее колледжа фотографии, запечатлевшие выпускников 1927 года. Педагогический техникум располагается в городе Костанай, одноэтажном здании, где не было места даже для учительской. Обучались в педагогическом техникуме 300 учащихся. В 1937 году педагогический техникум имел 6 групп дневного обучения, 8 заочного, 2 группы вечернего отделения. Контингент составлял 500 человек. В 1943 году педагогический техникум переведен в село Боровское Мидыгаринского района. И по происшествию лет в 1963 году в Костанае открывается педагогическое училище, а спустя десятилетия училище открывается и в городе Рудный. Ныне это Рудненский социально-гуманитарный колледж имени Ибрая Алтынсарина. Вот такая история.
Сейчас мы находимся в центральном парке села Боровское. Именно здесь 2 раза в год проводилась ярмарка, которая приносила жителям большую прибыль. Анара, знаешь ли ты, что Мендекаринская земля стала родиной для первого врача Костанайской области Мухамеджана Карабаева? Да, знаю. А еще я знаю, что имя Мухамеджана Карабаева известно не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Всему Казахстану и постсоветскому пространству известна знаменитая женщина-тракторист совхоза Харьковский, герой социалистического труда, депутат Совета национальностей Верховного Совета СССР Дуненбаева Кемшат Байгазиновна. Человек слова и дела Буканов Сайран Балкенович, агропромышленник Казахстана, герой труда Казахстана, депутат Костанайского областного маслихата, поддерживает мендекаринцев. Да, надо и нам прославлять свой родной край трудом и быть патриотами своей малой родины. Мы находимся в школе-гимназии имени Чутаева, где работает выпускница колледжа 2020 года, старшая вожатая Семирюк Ирина Андреевна. Ирина Андреевна, как знания, полученные в Костанайском педагогическом колледже, вам пригодились на практике? Знания, полученные в Костанайском педагогическом колледже, бесценны. Я применяю их на практике ежедневно в организации таких мероприятий, как 8 марта, Наурыз мейрамы, осенний бал. И эти знания, наверное, буду применять еще долго. Почему, получив диплом специалиста, вы приехали работать в село, в свой родной Мендекаринский район? Я патриот своего края, и мне хочется, чтобы культура нашего края развивалась в лучшую сторону. Ваша студенческая жизнь была яркой и насыщенной. Что бы вы пожелали первокурсникам, которые поступили в наш колледж в этом году? Уважаемые первокурсники, участвуйте, развивайтесь, пусть ваша жизнь будет яркой и интересной. Ирина Андреевна, миссия нашей программы не только побывать в регионах Костанайской области в преддверии 30-летия независимости Республики Казахстан, а также рассказать о педагогической профессии, провести профориентационную работу. Мы вручаем вам буклеты о специальностях Костанайского педагогического колледжа и надеемся, что вы будете проводником идей и традиций нашего колледжа. Наше небольшое познавательное путешествие по селу Боровское завершается. Продолжая традицию, мы оставляем буклет о специальностях Костанайского педагогического колледжа в Мендекаринском районе. А вам, уважаемые зрители, мы предлагаем пройти опрос, расположенный в инфобоксе. Первый, кто правильно ответит на все вопросы, получит приз в честь 30-летия независимости Республики Казахстан. Изучайте родной край, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, отправляйте это видео друзьям и помните, невозможное возможно! Ну а мы отправляемся дальше. Увидимся через неделю.